Алхамдулиллахи Раббил Алямин, вассалату вассаляму аля расулихи Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Это, наверное, анекдот многие знают. Однажды командир роты подходит к Хабибуллину и говорит: а к Иванову: Иванов, что такое Родина? Ну, Родина, говорит, это реки, поля. Нет, Иванов, говорит, Родина это твоя мать. Понял? Понял. Что ты понял? Что Родина моя мать. Хабибуллин, да. Что такое Родина? Товарищ генерал, Родина это мать Иванова. Нет, Хабибуллин, Родина это твоя мать. Понял? Понял. Что ты понял? Что я и Иванов, мы братья. Вот как работает часто логика людей. И отчасти мы правы, а отчасти бываем неправы и заблуждаться можем. Вот смотрите, логично, по-моему. Когда мы заходим в воду, чтобы резко не падать в воду, что мы делаем? Сначала легкую, сначала обтираемся водой, чтобы было постепенно. Это нормально. На работу приходим, тоже постепенно вникаем в работу. Тем более, если это вообще новая работа, сразу не окунешься, постепенность есть. В спорте хочешь вроде тоже заняться, сразу 150 не поднимешь килограмм. Нужно постепенность, нужна тоже постепенность. Все нормально, все правильно. Беременность тоже постепенно. Не сразу же там сегодня была брачная ночь, а завтра она уже с животом большим, как арбуз. Ну нет, тоже постепенно, все идет постепенно. И когда мы с вами говорим об исламе, здесь тоже есть постепенность. И это правильно. Это правильно, постепенность есть. Но дальше у нас начинается, как с этим, с Ивановым и Хабибуллиным начинается. Человек начинает говорить: Хазрат, постепенно же в ислам входить надо, да? Ну, значит, я тогда, вот сейчас утренний начну я читать намаз, да? Вот через месяц, через полгода буду второй намаз читать. Правильно? Нет, неправильно. То есть суть-то понятна, что да, нужно постепенно входить, безусловно. А дальше уже человек сам начинает придумывать и уходит в заблуждение. И здесь необходима та почва, та база, которая поясняет нам, как дальше быть-то, чтобы не ошибиться, чтобы не впасть в заблуждение. Помните, были моменты, когда говорили, что берешь харамное мясо, 3 раза режешь, бисмилля говоришь, он в халяль превращается. Это примерно из той серии, когда там свинину вокруг мечети 7 раз обвел, и она в барана превратилась. Ну, типа такого получается. А на самом деле же вот есть база, на которую мы должны опираться. Давайте не от меня, не от других, как все-таки правильно. Потому что мы должны совершать правильные действия. И Аллах Субхану ва Тааля в хадис Кудуси поясняет нам. Он говорит: я объявляю войну тому, кто станет враждовать с моим приближенным рабом. И нет ни одного более любимого для меня дела. Вот начинается. С чего начинается? Постепенно. Но с чего постепенность начинается? Нет для меня более любимого дела, с помощью которого мог бы мой раб приблизиться ко мне, кроме того, что я вменил в обязанность. Вменил в обязанность. Вот с этого, вот потихоньку начинается. Потихоньку, то есть, когда мы начинаем, потихоньку, значит, начинаешь с обязательных действий. Поэтому, Хазрат, можно я начну с некоторых намазов? Можно 5 раз в день. Хазрат, можно я в начале подержу после Рамазана? В середине чуть-чуть и в конце. Можно 10 в начале, 10 в середине, 10 в конце, пожалуйста. Вот тебе рецепт. С обязательных действий. А дальше Аллах Субхану продолжает. И мой раб продолжает приближаться ко мне с помощью необязательных предписаний. Вот здесь все, пожалуйста, здесь добавляй. Поэтому, если хочешь с намаза начать, начинай обязательные, которые занимают 5 минут времени. 5 раз в день по 5 минут. Не читай сунну пока. Не позволяй, но с обязательных начни. Неправильно будет, если мы будем читать фарз сунны какой-то. И из-за этого, вот я же фарз сунны читаю, поэтому я зухр намаз, дневной намаз, фарз не буду читать. Нет, это неправильно. Читай фарз утренний, фарз дневной, фарз аср, фарз магриб и фарз айша. Вот с этого ты начинаешь. Вот с этого мы правильно начнем. Тогда мы будем уже не как в том анекдоте с Хабибуллиным. Тогда у нас будет все правильно. И Аллах Субхану поясняет нам, показывает, что именно так. Постепенно. Вот. Поэтому, когда ты пришел в спортзал, обязательное действие, чтобы начать, это ты должен лечь по штангу, взять этот гриф и делать жим начинать. По-другому у тебя
ты постепенно не сможешь войти. От того, что ты будешь ходить вокруг штанги просто так, толку нету. Пришел на работу работать бухгалтером, от того, что ты просто там ходишь вокруг компьютера, пользы нету. Нужно включить компьютер и входить как минимум в программу. Это база. Даже в тех действиях, которые мы в жизни совершаем постепенно, всегда есть базовые моменты, и в религии тоже есть базовый момент. Это обязательное действие. Вот с них и надо начинать. Вот это называется вход постепенно. Безусловно, если человек хочет, если может, пожалуйста, и время позволяет, и сунну пускай читает. Но как минимум, если человек хочет начать постепенно, он должен начать именно с обязательных действий. Поэтому еще раз в завершение скажу, что постепенно, да, верно. Но как постепенно? Постепенно значит, начиная с обязательных действий. Дай Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы мы с вами не заблуждались, опираясь чисто на свою логику. Не всегда все моменты в религиозных нормах логичны. Они логичны и в плане том, что мы недопонимаем этих моментов. То есть, знаете, что масло, когда протираешь на кожаные носки, да, протираешь сверху, а не снизу. По сути, логически рассуждая, нужно снизу протирать, потому что ты же ходишь по грязи ногами, по полу ходишь снизу. Но нет, протираем сверху. Поэтому не всегда. Нужно посмотреть, что говорит Аллах, что в Коране, что говорит пророк Мухаммад ﷺ, что поясняет ученые по этому поводу. И только таким образом строит свое поклонение, свою жизнедеятельность. Только при этом условии мы с вами не заблудимся. Если же будем руководствоваться только разумом, однозначно мы с вами заблудимся. Сами философы говорят, что философы, они уходят в разных направлениях. То есть точка вроде одна как будто, и все уходят в разных направлениях, все уходят в свое мнение. Вплоть до того, чтобы придумать свои направления, там, еще что-то. До ужаса доходит. Было одно движение, оно просто, альхамдулилля, что не получилось распространение. Ученые пришли к выводу, что нужно поклоняться пупку. Почему пупку? Какая логика? А потому что ребенок оттуда родился, отрезали. И вот они открывали пупки и сидели и наслаждались, смотрели свои пупки. То есть вот человек доходит до абсурда, когда начинает сам придумывать. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля по милости своей не дал нам возможности придумывать поклонения и как они должны быть. Почему? Потому что как только Он нам это дал бы, мы с вами унижали бы друг друга. И это мы видим в разных сектах с вами. Если вы посмотрите на секты, в некоторых сектах сбивают себя до изнеможения, где-то протыкают, где-то себя, извините меня, окунают в нехорошие там всякие вещи, унижая себя. Человек склонен к тому, когда речь идет о поклонении, к тому, чтобы унизить себя. Но Аллах Субхану ва Тааля дал поклонение, когда человек себя не унижает, сохраняет свою честь, достоинство и при этом приобретает счастье, как в этом мире, так и в мире следующем. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы ни мы, ни наши дети не отдалялись от того, что нам не спасал Аллах Субхану ва Тааля, дабы не заблудиться.